Здравствуйте, дорогие подписчики «Кактус Медиа». Меня зовут Наталья Тимирбаева. Я главный редактор «Кактус Медиа». Сегодня у меня в гостях потрясающая женщина Виолетта Афуксиниди. Здравствуйте, Виолетта. Здравствуйте, Наталья. Вообще Виолетта мультиспортсменка, но сегодня у нас есть вполне объективный инфоповод. Виолетта пробежала вокруг Сан-Куля. Это 85 километров, если я не ошибаюсь. У меня вышло, да, 85. Причем пробежала практически, без остановок 17 часов бежала. Виолетта, давайте вы расскажете нам про это свое приключение. Спасибо большое, что пригласили на передачу. Действительно, мы бежали, я закончила, девочки не смогли по причине здоровья. То есть у вас была группа? У нас было 3 девушек, из моей команды Trail Running KG. Значит, начинали мы втроем, но добежала я. И, в общем, 17 часов 20 минут, мы начали в 5:40 утра, и в 11 часов я была уже снова в лагере Nomad's Dream. Это со всеми остановками, поджиданиями отстающего человека, переодеваниями и так далее, покушать. То есть мы не заставили задачу бежать на какое-то определенное время, на скорость, потому что понимали, что во-первых, мы точно не знали, сколько километров, были разные цифры, скажем так, мы с людьми консультировались, у кого-то так, кто-то проезжал на велосипеде, кто-то на машине, и точных данных не было, поэтому я сразу сказала, мы не рвем, бежим в комфортном темпе, сколько выйдет по времени, столько 17 выйдет. часов очень комфортно бежать. Да, но тем не менее, то есть у нас было нормальное питание в одном месте, в другом месте, перекус был с собой тоже обязательный, но где-то мы все равно я говорю, вообще мы бежали не только с целью, собственно, сделать этот проект, но и разведать трассу для будущих соревнований, которые мы хотим сделать с Run the Silk Road. То есть сделать там либо трейл-фестиваль, либо фестиваль различных видов спорта, включая и скандинавскую ходьбу, и велозаезд и так далее. То есть где-то мы останавливались, смотрели путь, может быть, по дороге более эффективно, может быть, лучше по тропе, красиво и интересно, то есть такие моменты тоже были, остановки. Поэтому все это, в общем, вошло в эти 17 с лишним часов. Плюс я зарылась еще, смотря, так скажем, путь через Сырты. То есть я подумала, что, может быть, там где-то тропа есть, и было бы с точки зрения трейл-раннинга логично бежать не по дороге все время, а где-то по интересным местам. То есть я зарылась в болото, в эти Сырты. Там бежать было, в принципе, невозможно. То есть я где-то и так проваливалась, и выходила из этих каких-то мест болотистых. Потом там были канавы с водой, их нужно было преодолевать. Потом я речку вброд переходила. И только потом я уже снова на дорогу вышла и закончила еще около 20 километров до лагеря. Нужно было пробежать оставшийся отрезок по южному берегу. То есть мы начали с южного берега и на южном закончили. Эти 17 часов вы бежали не одна, у вас было сопровождение? Машины шли по дороге, то есть они временами вообще были очень далеко от меня. У меня была рация, но я не всегда даже на связи была. То есть временами я просто бежала абсолютно одна. То есть 35-го километра я бежала одна, то есть машины где-то там были, а местами, я говорю, были они очень далеко. И потом этот отрезок, это вокруг, получается, восточной оконечности озера, я бежала абсолютно одна. То есть я даже не видела и не слышала эти машины. И потом, когда только я на дорогу выбежала, у нас уже связь появилась, та машина уже подъехала. А так, у нас были 2 машины. А как возникла вообще идея этого забега? Идея возникла года 2 или 3 назад, по-моему, даже это был этот первый пандемийный год или перед ним, я уже точно не помню. Просто мне захотелось побывать там. Я не была на Сан-Куле, мне захотелось там побывать. И просто не знаю, почему. А что ехать просто так? Почему бы просто не пробежать вокруг? Потом Даниэль пробежал вокруг Сан-Куля, из Иссык-Куля, я думаю, правильная идея, что я попробую. У меня не было просто, так скажем, команды и как-то каких-то людей, которые со мной согласились бы это сделать. То есть я обдумывала эту идею, не складывалось, в прошлом году не получилось. А тут вдруг раз и все сложилось. То есть я пришла в Run the Silk, по поводу других наших проектов, и говорю, вы не думали это сделать? Мы уже об этом думали. Я говорю, я хочу, у нас тут 3 выходных, я как раз могу от семьи уехать спокойно, на 3 дня, то есть давайте попробуем. Да, хорошо, все. И потом еще я поговорила с Сергеем Глуховеровым, это президент КАТО, и у него компания Travel Experts,
И он вдруг раз, конечно, мне интересно, я вам даже лагерь предоставлю абсолютно бесплатно, проживание, питание, вот найду вам водителя, который вас довезет. И этот водитель оказался еще фотографом, Сергей Калачев, и он нас снимал. Вот, то есть все вот так раз и сложилось вдруг. Буквально за несколько дней я все организовала. Вот, и мы поехали. И вот мысли, когда бежали, а вот когда оставались одна, и мысли, когда добежали. Ну, когда я оставалась одна, вы знаете, даже вот с какой-то точки зрения это даже интересно. То есть ты сливаешься полностью с окружающей природой, с окружающим миром, ты как бы сам себе предоставлен, полагаешься только на себя, слушаешь только себя, оцениваешь себя, то есть насколько ты можешь, да, дальше двигаться, и что у тебя не так, и так далее. И как-то вот иногда, ну, я чаще люблю одна, честно говоря, бегать. Вот, просто это не совсем правильно с точки зрения безопасности, да, и всего. Хорошо в команде, вот, но одной как-то интереснее, честно говоря. Единственное, был момент отчаяния, когда я оказалась в этих болотах. То есть я просто понимала, что дорога где-то вообще там, мост вообще тоже очень далеко, чтобы реку перейти, и мне нужно что-то делать. Либо мне тратить еще неизвестно сколько времени, чтобы добежать до дороги, до моста, либо я все-таки здесь прорвусь. Вот, и я, в общем, там уже, все, короче, вот так в воде, все грязное, мокрое, и я все равно, сделала, то есть прошла этот участок. Ну, а все, а дальше уже не было таких мыслей. Когда я прибежала, у меня уже было, все, я это сделала, у меня там, а там еще иностранцы были в лагере, они там давай аплодировать, кричать, молодец, круто, да, все. И я просто увидела всех людей. Со мной девочки, они добегали там километра 2-2,5, они вышли из машины, они ехали уже в машине, и они вышли меня поддержать, со мной пробежали. И я просто все закончилось, все хорошо, я счастлива. Как вы останавливались? Я просто, честно говоря, уже не могу, как-то у меня так, может быть, это мое индивидуально, я, в принципе, кушать ничего не могла, когда прибежала, мне дали горячий чай тут же, я посидела, вот, я просто потом пошла, легла на кровати, все, и отрубилась до утра. Вот, ничего, утром встала, хожу нормально, ноги двигаются, все вроде бы хорошо, вот, понемножку стала кушать, вот, нормально, 2 или 3 дня я, в принципе, в городе отдыхала, так, ничего такого, ни тренировок, ничего не делала, а вот вчера уже стала тренироваться, начала тренироваться. Понятное дело, что с дивана в такое приключение не отправишься. Какие есть за спиной у вас достижения, какие-то другие приключения, чем вы вообще занимаетесь? Конечно, с дивана не получится такая гонка, то есть в моем активе забег, это Алматинский марш-бросок, но это еще в 2011, по-моему, году было, на 70 километров, это тоже в предгорьях, это и район Чилика, Чирына. Вот мы там бегали, но это была гонка приключенческая, нужно было точки снимать контрольные, в общем, это было где-то, сутки мы бегали, даже больше суток мы бегали с ночевкой на Бартага, это водохранилище. Вот, это на тот момент самый длинный вообще забег в моей жизни, я там тоже не знаю, как я вообще добежала, дошла. Вот. Потом у меня был Ирбис рейс в 2017 году в Казахстане, это 47 километров тоже по горам с 2 перевалами, один перевал 4000, вот, то есть это тоже ультра уже, да, считается, такая экстремальная гонка. Потом в Каркаре в прошлом году я 42 километра пробежала, первый гладкий марафон в прошлом году у меня был 42 километра на Куздыме, а так я постоянно бегаю полумарафоны и другие дистанции, в горах мы бегаем, и на горы мы бегаем, то есть у нас постоянно идет подготовка. Плюс, конечно, силовые тренировки, скалолазанием я занимаюсь, горными лыжами, плаванием, триатлон вот сейчас пробую, да, то есть различные тренировки, это постоянно происходит. Скандинавская ходьба, опять же, да, вот, все это есть. Да, естественно, я девочек огорошила вот на прошлой неделе, что все, давайте мы поедем, а так мы вот перед этим, у нас сложилась команда, и мы стали постоянно бегать на холмах, в горах, то есть была подготовка, и мы уже были готовы, в общем-то, и психологически, и физически.
Да, Да. просто Виолетта так вот говорит, опять же, скандинавская ходьба. Просто наше знакомство началось как раз со скандинавской ходьбы. Давайте вы расскажете нашим подписчикам, что это такое и почему вот бабушки, которые вот так вот ходят, это немножко не по аллейкам Эркиндик, это немножко не скандинавская ходьба. Ну, то, что бабушки ходят замечательно, что они вообще двигаются, да, что они взяли в руки какие-то предметы, с этими предметами, палками они ходят. Вообще скандинавская северная ходьба, она пришла из беговых лыж, из Финляндии, то есть лыжники занимались, но они бегали со своими лыжными палками. А потом эту ходьбу, этот вид активности адаптировали уже для школьников, уже перевели это в процесс именно ходьбы, но элементы беговых лыж там присутствуют, то есть техника есть определенная. У нас вот проводятся соревнования, буквально в начале июня была на соревнованиях в Алмате по скандинавской ходьбе. То есть есть соревнования прямо, то есть оценивается и техника, ну, естественно, скорость имеет значение, как ты пришел, но в основном техника тоже оценивается, и все это очень серьезно. То есть там не нужно как-то по-особому? Да, то есть есть техника, как вот в беговых лыжах, практически движение плечевым поясом, руками, ногами и так далее. Шаг, то есть должен быть определенный. Да, там много нюансов, поэтому мы обучаем этому. То есть не нужно думать, что да, это взял и пошел. Ну, можно взять палки и пойти, но если ты хочешь ходить красиво, грамотно, технично, быстро, эффективно, чтобы для всех мышц это работало, суставов, всех систем организма, то нужно заниматься, учиться, как и в любом виде. А в Кыргызстане развивается скандинавская ходьба? Да, мы развиваем. Вот я работаю от школы скандинавской ходьбы Евразия Казахстан здесь, представитель, официальный представитель, здесь сертифицированный инструктор, у меня несколько степеней, сертификатов, и да, я уже вот так подсчитывала, где-то около, наверное, 80 человек я точно подготовила, ну, обучила, да, здесь, и в Казахстане я работаю, когда приезжаю, там с людьми работаю, и спортсмены у меня есть, которые участвовали, побеждали в соревнованиях, то есть все это интересно и развивается, и вот у нас уже, например, в двух соревнованиях, это на Иссыкульском марафоне, в этом году уже было даже 10 километров, в прошлом году 3 километра было, в этом году и 3,10 было, на Бишкекском полумарафоне уже 2 года подряд была дистанция 3 километра, в прошлом году 10 поставили, и в этом году у нас будет обязательно на Бишкекском полумарафоне 18 сентября 10 километров и 3 или 5. Да, именно скандинавская ходьба. Но у нас не будет судейства, то есть не будет призовых мест, вот, потому что ну, для этого нужны судьи, то есть это отдельные как бы соревнования, а здесь будет в фестивальном формате, то есть люди могут идти как им нравится, с каким темпом им хочется. Хочешь на какой-то результат, скорость, ты можешь пройти быстро, лишь бы не бежал. Вот. Ну, конечно, лучше всего технично идти. Если ты можешь идти технично, иди технично, со скандинавскими палками и на свой результат, пожалуйста. Просто медаль финишера будет вручаться каждому, кто дошел. А вы в детстве начали заниматься скандинавской ходьбой? Ой, в моем детстве даже о таком не слышали, вообще близко. Давайте вот вообще с чего начался ваш путь в спорт? С фигурного катания. В 3,5 года я пошла, меня привели на фигурное катание. В 3,5 года, да. Это значит, у вас родители спортивные? Ну, у меня папа борьбой занимался. Просто в 3,5 года мама беговыми лыжами. Ой, не беговыми, а конькобежным спортом мама занималась и волейболом. Но они были достаточно активные люди, вот, и мама меня прям целенаправленно приняла в фигурное катание. Она очень хотела, чтобы я была фигуристкой. Мы вот с семьей любим фигурное катание, всегда смотрели эти все чемпионаты и так далее. Да, вот. Нужно отметить, что Виолетта росла в Алматы. Да, я вообще алматинка коренная. А то сейчас читатели думают, фигурное катание. Да, да, у нас там это было активно развито, все. Потом, ну, в связи с учебой в школе и другими целями, мама меня оттуда забрала, и, ну, я так занималась периодически то плаванием, то настольный теннис, потом танцы у меня были в активе. Потом в последний год обучения в школе, или даже за 2 года до конца, я стала активно плаванием заниматься, сама ходить. Потом большой теннис в университете. 3 года у нас прямо чемпион Казахстана нас тренировал Мелехов. Вот, причем это было абсолютно бесплатно, я научилась играть в большой теннис. Тут уже нужна была выносливость, естественно, пришлось много и долго бегать, и все. Потом на последнем курсе университета, мне было 21 год, я пошла в альпинизм. Вот. Ну, тоже не с бухты-барахты, мы в
сходили в трек с ребятами, я познакомилась с ребятами, которые хотели треки через горы на Иссык-Куль, тогда еще эта трасса была открыта. И вот я с ними стала ходить в горы, вот. Но так как я всегда восхищалась альпинистами, я, в общем, в итоге в 1996 году я пришла в альпинизм. И с тех пор, вот буквально до момента, как я переехала, ну даже здесь я немножко еще занималась до 2012 года, а потом уже семья, ребенок, и, в общем-то, альпинизм, он немного в сторону отошел. А как семья, муж, сын отнеслись вот к этому вашему забегу? Не переживали, не говорили: мама, что ты творишь? Умный в гору не пойдет, тем более не побежит. Ну, они поддержали, то есть, да, нормально. Муж очень гордился мной, там на работе там рассказывал, все, да, все хорошо. Но это важно, да, передаем привет мужу, потому что, я думаю, без поддержки семьи... Я думаю, конечно, да, но они переживали, потому что вот, например, на Тенгри Ультра, когда бегала вот весной, в эстафете 70 километров по 35, то есть у меня с напарницей бежали, вот, ну, мне дистанция очень тяжело досталась, просто очень, я была еще не в лучшей форме, очень жарко, там 40 градусов, если не больше, 35 километров, я прибежала, и меня буквально там под руки, наверное, уже потом взяли, так, муж очень переживал, как я там выглядела, но я быстро оклемалась достаточно, вот, ну, да, переживания были. Эта гонка досталась, честно говоря, даже легче, наверное. Вот удивительно, 85 намного больше, но, честно, я вот больше холод, да, наверное, воспринимаю такие условия какие-то более прохладные, чем жару. Вот, так что мне бежалось достаточно комфортно вокруг Санкуля, а там поразительные пейзажи, конечно. Все это, знаете, как-то отвлекало от боли, там усталости, всего-всего. Вот. Ну, честно, я, конечно, устала, я не буду отрицать. Были еще проблемы с желудком, не вся пища шла, и потом просто, наверное, все уже устала. Но дотерпела, потому что была цель, все, надо закончить проект. Сказал, значит, надо сделать, все, за команду, что за команду нужно добежать. Вот. Ну, ради тех людей, которые приехали там, все, тоже меня поддерживали, тоже, даже ради этого. Ради родных, друзей, всех нужно было закончить. Какие проекты теперь в мечтах, в планах? Ну, продолжать развивать трейл-раннинг в Кыргызстане, делать соревнования. А он развивается? Да, ну вот, я говорю, мы создали клуб трейл-раннинг KG. Вот. Поднять федерацию, у нас была создана федерация трейл-раннинга, но она сейчас в мертвом состоянии. Сейчас попробуем как-то узнать ситуацию, может быть, заняться ею более активно. В планах с той же организацией Run the Silk Road сделать еще один забег трейл-раннинговый в окрестных горах, то есть это, возможно, будет с Чунгурчака на Чунгурчак. Вот как раз в эти выходные планируем сделать петлю, посмотреть одну трассу, да, которую уже давно хочу пробежать. Вот. Но эти соревнования все в будущем году, Санкуль, вот опять же, да, возможно, еще какие-то старты. Но к таким стартам готовиться приходится гораздо дольше, гораздо больше усилий, ресурсов требуется, потому что это не просто рядом с дорогой, как у нас здесь, да, гладкие забеги, это нужно людей туда забрасывать, то есть нужно продумать логистику, точки питания, все вот это, ну, обеспечение безопасности, помощь, конечно, обеспечение безопасности, потому что это высота. Вот, даже на 3000 людям бывает очень плохо. Вот, и поэтому здесь нужно очень много продумывать. И каждая такая гонка это очень большой объем работы. Вот. А зачем это нужно? Вот зачем нужно развивать такие... Трейл-раннинг во всем мире сейчас на подъеме. То есть очень много гонок в разных странах, их по нескольку. И, ну вот я упоминала уже не раз, это Ультра Трейл дю Монблан, когда вокруг Монблана бегут, гонки вокруг Эльбруса, известные, да, Red Fox проводит. Дальше, в России вообще, да, там Архыз, там, куда они еще там бегают, по Алтаю бегают, ну, то есть очень большой объем гонок. В Казахстане уже несколько таких гонок. То есть это на подъеме, это интересно, это красиво, это доступно. Вот, то есть постоянно меняется ландшафт, виды, много людей бежит. Это здесь вообще сообщество такое особое, да, вот трейлранеров, скайранеров, ну, тоже их возьмем.
вот в зачет. То есть это особая какая-то такая когорта людей, влюбленных в природу, вот эту активность. Ну, это очень классно. Тем более, понимаете, грунт, он более лоялен к нашим ногам, скажем так, чем асфальт. И к позвоночнику тоже. Да, и к позвоночнику, и к коленям, и ко всему. Конечно, нет, колени, понятное дело, тоже напрягаются, страдают где-то там на спусках и так далее. Но, в общем, я вам говорю, вот после 85 мне ногам было намного легче, чем после 42 по асфальту. Вот вообще никаких судорог, то есть спокойно бежишь и все как бы... Ничего, колени, ну чуть-чуть, у меня колено просто вообще травмированное, чуть-чуть, ну там чуть поныло, но не так, что прям болело безумно, я там умирала. Нет, очень нормальные такие ощущения были в ногах. Вот. Виолетта, у вас есть сын, да, ему 8 лет. 7,5, да. Как к спорту относится он? Ну, сын занимается скалолазанием, вот, тоже есть определенные достижения. Вот. Ну, бегает тоже, вот, когда проводятся соревнования по бегу, ну, и просто вот эти, да, детские трассы, ну, так, любит это все, бегает. Вот. Немножко не любитель именно тренироваться, вот, его нужно мотивировать, а так вообще у него способности к спорту есть. Вы профессиональная, да, спортсменка, вы инструктор, и, насколько я помню, вы получили еще сертификат инструктора по горным лыжам. Да, у меня есть сертификация, ну, продолжаем обучение в швейцарском проекте. Вот, и, может быть, вы знаете, что еще у нас создана ассоциация инструкторов горных лыж и сноуборда, то есть у нас там, видимо, своя будет еще сертификация. Вот, но я уже 3 сезона отработала и на Чунгурчаке, и на Ски-Татыре, и на Зиле, и в лыжных школах, в том числе у Дмитрия Трилевского, это спортивная школа. Вот в этом сезоне поработала. То есть, да, в этом направлении тоже развиваюсь. Она как развивается в этом направлении Кыргызстан, на ваш взгляд? По горным лыжам? По горным лыжам и вообще в детском спорте. Вот как вы это видите? Ну, у нас здесь есть не одна уже лыжная школа. То есть детки уже выступают на соревнованиях. Там в Караколе, не знаю, выезжают ли они куда-то в другие страны сейчас, но пока еще этих детей надо, конечно, тренировать. Я думаю, есть перспектива, конечно. Просто это, может быть, не будет там уровень Советского Союза, прямо вот 100%, да, но тем не менее, я думаю, что с учетом того, что появилась ассоциация инструкторов, а потом, в принципе, у них в перспективе тренеров готовить уже профессиональных, а это другое все-таки, нежели инструктор. И Дмитрий Погорелов, который возглавляет ассоциацию, он сам спортсмен, у него, да, школа детская лыжная. То есть он настроен вот все-таки советскую школу применять в подготовке, но с учетом западного опыта. И я думаю, да, и базы будут совершенствоваться горнолыжные. То есть это все будет развиваться. По части других видов спорта, ну, триатлон, например, сейчас хорошо развивается, юношеский, да, детский. Вы знаете, да, наверное, ну, бег, я думаю, тоже, наверное, по-моему, у нас легкоатлетические, да, есть какие-то школы. А вот смотрите, вообще, зачем нужен спорт в жизни ребенка? Спорт, не физкультура, мы говорим о спорте. И как выбрать, вот на ваш взгляд, профессионального инструктора, как правильно выбрать спорт для своего ребенка? А зачем нужен спорт? Спорт, он все-таки дисциплинирует. Вот, то есть дисциплинирует и заставляет ребенка работать не просто шаляй-валяй там как, да, по определенной схеме, с учетом всех его способностей, его целей и так далее. Конечно, ребенку трудно определиться, его всегда родители приводят, на что-то толкают и так далее, заставляют даже некоторые, да. Нужно слушать ребенка, вот мы своего стараемся не заставлять. Но не хочет он ходить на плавание, хорошо, не будем тебя водить на плавание. Пойдешь на скалолазание? А, да, мне это интересно. Хорошо, давай ходить. В какой-то момент ему стало неинтересно. Он сказал, я не хочу ходить на скалолазание. Я немножко его туда все-таки толкала, говорю, нет, надо, все такое. Но если он уперся, слушать, но мотивировать. Да, ну чем-то замотивировать. Да, ты же хочешь участвовать в соревнованиях, призы получать, там на тумбочку на эту вставать, да, на место. Да, хочу, конечно. Ну, надо же тренироваться. А, ну да, мам, пошли. То есть вот это все, как бы, да, нужно применять. Ну, слушать ребенка, ну не хочет, зачем его насильно тащить? Он не будет удовольствия для него заниматься. Но от родителей много, конечно, зависит. То есть где-то нужно, да, немножко подтолкнуть.
Спасибо большое, Виолетта, вам за интересную беседу. Я напоминаю, с нами была Виолетта Фоксинидзе, мультиспортсменка, женщина, пробежавшая вокруг Сан-Куля 85 километров за 17 часов. Впереди у вас много проектов. Да, мы планируем, я говорю, вот здесь вот какие-то трассы бегать, разведать, да, соревнования организовывать. Ну, может быть, не только здесь, а в каких-то других регионах Кыргызстана. Конечно, хочется побегать в разных местах, трейл-раннинг сделать. Ну, посмотрим по ситуации, то есть, опять же, да, тут есть много аспектов. Но я думаю, что у нас хорошая перспектива, поскольку есть поддержка со стороны команды, ну, то есть есть люди заинтересованы этим заниматься. Вот, есть партнеры, которые заинтересованы помогать в этом направлении. И насколько я знаю, наверное, никто не бегал вокруг Сан-Куля, а есть еще другие озера, вокруг которых можно бегать, или какие-то ущелья, которые можно пробегать, делать какие-то красивые маршруты на 100 километров и там и больше. То есть все это только нужно развивать, только нужно как бы сказать, иметь такую цель и к ней стремиться, и не бояться. А присоединиться к вашему клубу, к вашему... Да, можно подписаться. Вот у нас трейл-раннинг, _KG в Инстаграме. В Фейсбуке я пока не завела страничку, но я смотрю, что люди подписываются. Да, если кто-то захочет с нами куда-то пробежаться, то, пожалуйста, ну, анонсы мы будем, я думаю, выкладывать. У нас еще в Телеграм-канале есть свой тоже трейл-раннинг KG, свой канал, можно тоже подписаться, он открытый, я его открытым сделала. Вот просто у нас бывает так, что мы решаем иногда очень спонтанно, а не за неделю, что мы там куда-то собрались. Но вот сейчас у нас в воскресенье вот планируется забег Чунгурчак, то есть, в принципе, можно будет присоединиться. Ну, где-то в районе 30-35 километров будет такая трасса. Мы опять же точно не знаем. Такое веселое будет приключение. Да, вот знаете, мне что еще в трейл-раннинге нравится, что это приключение. То есть ты попадаешь в какую-то локацию, и ты реально ее исследуешь, ты бежишь, что-то новое для себя открываешь. И это можно сделать достаточно быстро. Не нужно много дней на экспедицию какую-то, а за день ты можешь пробежать ущелье, посмотреть, что там. Вот у меня всегда такая мысль, а что там в конце, что там дальше? Вот. Что за этой вершиной? Да, что там, какие-то там озера я слышала, да, до них хочется добраться, посмотреть. И это ты можешь делать быстрее, чем идти пешком, естественно. И раз, и ты уже там. Надеюсь, что за этой вершиной будут ваши следующие вершины. Спасибо, да, я тоже удачи вам. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Надеюсь, больше людей будет бегать в горах. Это красиво, это классно. Это интересно. Надеюсь. У нас много прекрасных необъезданные горы. Вот казахстанцы говорят, блин, что вы там, почему вы не развиваете это все? Нужно. Присоединяйтесь к Виолетте. Спасибо большое, Виолетта, за интересную беседу, за то, что вы настолько энергичны и открываете возможности не только для себя, но и для всех нас. Ну, только рада буду, если больше людей сможет замотивироваться. А когда мы расшифруем и дадим текстовую информацию на сайте, там еще будут красивые фотографии, которыми поделится Виолетта, да, и вы сможете ощутить ту красоту, которую видела Виолетта. Спасибо большое, что были с нами. До новых встреч. До свидания. Виолетта, спасибо. Спасибо. До встречи.